Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова, наши режиссеры Екатерина Голикова, Михаил Эверстов. А в нашей студии гости, организатор и участники национального чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс». 2025. Финал этого чемпионата прошел совсем недавно в Москве в конце октября, начале ноября. И я рада приветствовать сегодня в нашей студии Александра Сатырова. Вы заместитель директора Института развития профессионального образования. Здравствуйте, Александр Вячеславович. Также в нашей студии сегодня серебряные призеры этого чемпионата, которых тоже с удовольствием представляю. Это Нараяна Стручкова, вы студентка второго курса медицинского колледжа по специальности сестринское дело. Нараяна, здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно же, серебряный призер чемпионата Обилимпикс. И также в нашей студии Богдан Неустроев, вы уже выпускник медицинского колледжа по специальности зубной техник. Я вас поздравляю и с окончанием колледжа, и с победой, конечно же, на чемпионате. Вы Спасибо. достойно представили нашу республику. Спасибо. И, наверное, первое слово, Александр Вячеславович, вам. Расскажите, пожалуйста, что это за чемпионат, почему такое название? И вы один из организаторов, какова ваша лепта в организацию этого мероприятия? И, наверное, про движение Обилимпикс 2025 в Якутии, в Якутске. Наш Институт развития профессионального образования является центром развития движения Обилимпикс нашей республики. Мы уже проводим, в этом году провели 10-й юбилейный региональный этап. А само движение, оно зародилось еще в Японии в конце 70-х и постепенно разрастаясь у нас в нашу страну, в наше государство, оно пришло 11 лет назад. И вот с тех пор ежегодно проводятся региональные этапы, межрегиональные этапы, и, соответственно, финалы чемпионата профессионального мастерства Обилимпикс. Этот чемпионат у нас проводится для конкурсантов, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидностью. Порядка у нас на год позже начали проводить в нашей республике данные мероприятия. И, ежегодно видим, что возрастает количество участников, количество компетенций. Если говоря о слове «Обилимпикс», возможно, это произошло слово «ability», да, возможности. Олимпиада возможностей. Точно, Олимпиада для возможностей. всех тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья. То есть нет предела, действуй смело, это вот слоган данного чемпионата. Ежегодно наш институт проводит в феврале-марте региональный этап, по итогам которого лауреаты, призеры проходят дальше в межрегиональный отборочный этап. Выражаясь спортивным языком, то региональный этап в нашей республике — это четвертьфинал, межрегиональный отборочный — это полуфинал. Соответственно, те, кто занял призовые места на отборочном межрегиональном этапе, получают приглашение в финал, как вот получили наши 6 конкурсантов в этом году в конце октября. Вот в конце октября, начале ноября уже прошел финал этого чемпионата. Какова была дорога к этому финалу? Вот, Нараяна, расскажите, пожалуйста. Я вас представила как будущего специалиста в медицине, но вы в этом чемпионате выиграли как визажист. Как так получилось? И какие шаги нужно было сделать, чтобы добраться к этой победе? В чемпионате я участвую впервые. А так я сам творческий человек, с детства рисую, есть тяга к творчеству. В марте-апреле месяце я поучаствовала в региональном конкурсе здесь в Якутске, потом летом я прошла отборочный этап, там заняла первое место. Это был творческий конкурс? Да, визаж, два модуля. Первый модуль — это креативный макияж, а второй модуль — это коммерческий макияж. А вы этому уже где-то учились уже до? То есть у вас есть уже специальность визажиста? Нет. Сами просто так увлекались? Да, сама увлекалась надо же, этим. какая молодец вы. Потом там в отборочном заняла первое место, потом уже в финал в Москве пошла. Отборочный этап был в Красноярске. В Красноярске было. Вот. То есть это еще и поездки в другой город нужно было ехать, чтобы там поучаствовать, в Красноярске, потом в Москве.
Вы большая молодец. Какие у вас впечатления от участия и какие навыки вам дает участие в таких мероприятиях? Благодаря чемпионату я научилась стрессоустойчивости и повышение самооценки, также и мотивацию дальше продолжать заниматься любимым делом. А вот стрессоустойчивость, какие-то у вас были ситуации, которые вы выдержали, или как это происходит? Ну, там меня поддержала мой наставник Алена Александровна, морально поддерживала, сказала, ни на что не реагируй, просто делай свое дело. Вот. И директор тоже очень сильно поддерживал, сказал, что участие в таком международном конкурсе уже победа. Да, это, я тоже так думаю. Вы так долго все равно какое-то время, да, шли? Очень долго готовились, каждый день. Настолько долго, что вот Богдан даже успел закончить колледж, пока этот чемпионат закончился. Богдан, расскажите о вашем участии в этом чемпионате, о ваших впечатлениях, эмоциях, может быть, когда вы узнали, что вы стали серебряным призером, что вы почувствовали? Ну, когда я узнал, что я стал серебряным призером, я вообще не ожидал такого. Вот. А почему не ожидали? Радость, ну, не знаю. Вот вы скромный, наверное, потому что вас уже приглашали, пока вы учились, да, уже приглашали работать даже, то есть вас уже оценили как специалиста. Ага. Ну, тише едешь, дальше будешь, Влади. Да, вот. Ну, был в шоке, конечно, и радостно было. Бежал прямо на трибуну. Ну, вот все. Ну, как я готовился, ну, я ожидал то, что я займу хоть какое-то место. Всё-таки. Но метил все равно на первое. Но чуть-чуть не хватило. Не такой уж вы и скромный. Ну, главный эксперт на финале отметила способности Богдана и понадеялась, пригласила в следующий год уже тоже участвовать, уже другой категории специалистов. У нас есть звонок от нашего слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуй, можно по-якутски? У нас выходит программа «Якутск сегодня» на русском языке, это вот русский блок. Вы хотите вопрос на якутском задать? Нет, хочу поздравить Богдана. Поздравляйте. Конечно, можно и на русском, и на якутском. Ага, это Богданы, Эгорделибин, Кузьмината Тиана, Кусикуневна, Олох, Чугас, Жёгем, Сене. Оны бұл Москва баран, еще бады күттан, иккісмесі болбутынан, сүряқтан бейі бұл кені дойдутын жана тура көл, нейренжетін олықтақтары кенінен кен тұттан, улақын ағыр дебетін тердебет, оны күтатын шөйдік жеверенен, өсі үйнен сайдан итеме, Эдерген бай күс эмес итиле халбитин эме гадделибин бие олар бу тосайнан бу веренен верагы тутуханнар үчөйле болан ерлерден ки кайгы гаракеринне бары баларын. Махтал. Получили поздравления от подруги бабушки Богдана. Ну, я так подумала, наверное... Не только в адрес Богдана, в адрес Нарьяна, также наверное, родственницы. Профессионального развития, успехов и так дальше держать. Приятно, да, когда поддерживают родственники? Да, конечно. Всегда приятно. А кто вас еще поддерживал? Мой эксперт Алевтина Григорьевна, большую благодарность хотел бы выразить. Она прям меня подготавливала, очень старалась. Вот. А что нужно было показать? Какие-то были конкурсы? Что нужно было сделать? Ну, первый блок — это подготовка рабочего места. Потом второй — это уже из воска должны были сделать зубы. Вакцап, короче. Вот. У вас достаточно такая востребованная специальность, зубной техник. Вы будете готовить и уже готовите, да, делаете протезы, импланты? Ну, сейчас нет, пока что. Пока нет? Вот. Там на конкурсе было создание фронтальных зубов от клыка до клыка из воска. Время было 1,5 часа. И 5 минут на подготовку рабочего места. И успел. Я вас еще раз поздравляю. А почему пока нет, вы говорите, пока не работаете? Да. Дальше идете учиться? Да, хотелось бы на университет поступить, на стоматологию. Вот. Я вам желаю удачи в этом деле тоже, в поступлении. Спасибо. А работать потом, как вы планируете? Да, уже стоматологом. Уже работаете? Нет, стоматологом хочу работать. То есть вы техником уже больше не хотите?
Хотите быть Там в стоматологом? будущем посмотрим, М. как будет. А работать хотите в госучреждении медицинском или в какой-то частной клинике? Да, где получится. Ну, Мгм. первый это опыт. Надо набраться опыта, потом уже искать. Ну, тоже верно. Вот. А вот участие в таком конкурсе, не только участие, но и победа в чемпионате, да, это как-то вам поможет при поступлении? Это дает Да, какие-то еще Да, очень бонусы? сильно помогает. Еще вот красный диплом тоже 3 балла и У вас красный диплом Да. в колледже. да. Вот. Какой вы И- молодец, Богдан. А соперники были для вас сильные? Да. Как вы сразу оценили? Да. Или все-таки вы чувствовали, что чуть-чуть и можно даже и на первое место? Да нет, никого там не буду ставить слабым, конечно. Там все сильные. Надо было просто чуть-чуть надо было. Поднажать. Да. Вот. Ага. Вот так. Наша республика достойно представила, да, нашу республику достойно представили участники. Кроме 2 серебряных медалей, еще есть 2 место в международном конкурсе. Совершенно верно, но в основной соревновательной программе у нас выезжало 6 конкурсантов, Богдан, Рьяна. Также был школьник из, скажем, речевой школы, да, который также участвовал в компетенции зубной техник. Была резьба по дереву, ресторанный сервис и управление беспилотными летательными аппаратами. Ну, только из 6 у нас вот Богдан и Рьяна получили призовые места. Ну и кроме того, программа, она была обширная, культурная, деловая, поэтому некоторые организации образовательные, колледжи из других регионов, главные эксперты компетенции, они могут организовать свои профильные, скажем, конкурсы, как, например, вот модный стайл. Главный эксперт по компетенции портной организовал такой открытый конкурс с международным участием, где участвовала вся Россия и некоторые страны СНГ. И финал прошла учащаяся Сахаполитехнического лицея, Алена Ан, кажется, зовут ее, со своим творением, скажем, в области, в общем, она швея, портной сшила комплект платьев с национальным колоритом, и вот строгое жюри решило, что среди всех участников она достойна 2-го места, и вручила ей серебряную медаль. Чему, конечно, мы очень рады, надеемся, что она дальше будет участвовать уже непосредственно в основной сетке соревнований нашего чемпионата. Ну и кроме того, наш Якутский медицинский колледж также организовал для всей нашей страны конкурс видеороликов «На страже здоровья, на страже отчизны». Это конкурс видеороликов о медицинских специальностях, которые участвовали, скажем так, в Великой Отечественной войне, в рамках специальной военной операции. То есть конкурсанты показывали, чем же, что такое медицинский работник в условиях, ну, таких вот условиях. Экстремальных. Угу. И порядка 16 субъектов участвовало. Также были предоставлены призы по категориям взрослое население, студенты, школьники. И думаю, что первый блин не вышел комом. И надеемся, что и другие колледжи нашей республики будут организовывать подобные конкурсы, но по своему направлению деятельности. А вот сейчас на этот конкурс только медицинский поехал колледж? Он был организатором, то есть он поехал на финал вручать призы победителям из других субъектов Российской Федерации. А студенты из других колледжев тоже участвовали, из наших, из Якутска? Да, в какой-то номинации было 2 места, 2 вторых места, кажется. Но не очень активно, да, видимо? Ну, жюри так решило, представлено было порядка там 27, больше 20 видеороликов, вот решили так строгое жюри определить места. Были и липецкие, и Стулы были победители, из Татарстана, насколько я помню, были. То есть география обширная участников. Ну да, это прям серьезный такой чемпионат же. А для вас, как для одного из организаторов, какие сложные моменты или, может быть, есть какие-то пожелания на будущее в проведении таких чемпионатов, конкурсов? Конечно, хотелось бы, чтобы, если мы начинали 10 лет назад с 6 компетенций, порядка 50 участников, сейчас у нас по итогам 2025 года было уже порядка 380 участников конкурсов, порядка 60 компетенций. Надеемся, что
география наших улусов будет расширяться, так как мы в этом году посчитали, участвовало всего лишь 10 муниципальных образований, в городе Якутск, ЖТ плюс 8 улусов. У нас как бы территория-то огромная, порядка еще 30 муниципальных образований могут в принципе участвовать. Надеюсь, что и Богдан, и Марьяна будут рассказывать своим знакомым, и информация пойдет в информационное поле, что чемпионат нужен для всех, делаем нужное дело, это и профориентация, это, возможно, уже и трудоустройство. Бывает нередко, что партнеры, работодатели смотрят, участвуют в качестве экспертов, они уже видят потенциального своего работника, приглашают на стажировки, возможно, даже могут трудоустроить, поэтому... Причем в другом городе даже могут пригласить. Конечно, желательно, чтобы оставались наши люди, оставались в нашей республике. Для нас, да, для самих студентов, может быть, у них какие-то другие планы, и они тоже, кстати, могут так, взять и свою судьбу изменить. Но вот вы говорите, вы приглашаете, для участия как можно больше людей из учебных заведений нашей республики, из районов. А еще же надо, чтобы финансовая сторона была... Министерство образования и науки выделяет финансы. Это у нас подготовка победителей регионального этапа к последующим отборам, это организация учебно-тренировочных сборов. Это поездки же еще в других городах. В том числе в других городах, если мы здесь, в городе Якутск, не можем это организовать. Это и участие финалистов, и сопровождающих, поэтому каждого конкурсанта сопровождает свой эксперт, поэтому эта сторона у нас как бы покрывается финансированием государственного бюджета нашего Министерства образования и науки. Марьяна, а вы, может быть, пожелаете для тех, кто прислушается к этой информации и тоже захочет участвовать в таких чемпионатах, в таких соревнованиях, уже человек, который имеет опыт такого участия, что-то, может быть, пожелаете или как-то, может быть, посоветуете? Хочу дать совет такой: идите к цели, и тогда будет результат. Просто нужно много тренироваться. А вам вот ваша победа что дальше дает? Вы же победили как визажист, вы теперь с этой победой как-то можете легче устроиться как визажист, допустим, куда-то, да? Да. Или... Могу дальше поступить в высшее образовательное учреждение, на мединститут. Хочу поступить в дальнейшем и работать медработником, а в свободное время заниматься визажистом. Даже ничего, что вы победили как визажист, все равно это бонус для поступления даже в медицинский, потому что вы защищали, Да, Республика Саха-Якутия. Именно от медицинского колледжа. Богдан, а вы какой-то, может быть, дадите совет или пожелание тем, кто захочет участвовать в таком мероприятии? Совет-то? Может быть, да, вот как уже человек бывалый. Вот вы говорили, что вы, в принципе, так-то метили на первое место. Да, конечно, просто... любой же спортсмен, к примеру, да. идет же за первым местом, а не за третьим, вторым. Значит, у вас совет тогда может быть такой, что нужно прям высокую планку самую ставить, да? Надо ставить. Может быть, и не сразу с первого раза не доберешься до первого места, но точно будешь в тройке лидеров, да? Да. Да. У нас остается до конца эфира 1,5 минуты. Может быть, есть еще, Александр Вячеславович, у вас какие-то слова, какой-то, может быть, какая-то информация, которую я не спросила, которую важно будет сегодня тоже сказать? Сам чемпионат — это, понятно, само соревнование, да. А кроме того, наш институт организовывает дополнительные, скажем так, межчемпионатные мероприятия, которые не связаны непосредственно с самим конкурсом. Это могут быть различные конференции, семинары, лекции по вопросам инклюзивного образования, по вопросам работы, профессиональной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому цель Центра развития движения Берлинской республики — это не только сам чемпионат, но это и вокруг больше, чем чемпионат, скажем так. Это и работа с базовыми профессиональными образовательными организациями, которые у нас существуют. Это и работа с участниками специальной военной операции, так как с этого года такая категория уже появилась. Для нас это новая категория, люди взрослые, поэтому мы тоже развиваемся
и надеемся, что действительно наш чемпионат будет развиваться, и больше муниципалитетов, больше школ и участников будет у нас ежегодно. Спасибо. Как раз во втором блоке будем говорить о инклюзивном образовании. Оставайтесь. Спасибо за участие. Дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня в нашей студии гости, которых я рада представить. Это Светлана Эверстова, заместитель директора Жатайского техникума. Светлана Тарасовна, здравствуйте. Здравствуйте. И Александра Колодезникова, методист Якутского колледжа связи и информационных технологий. Александра Арсентьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Тема нашего эфира – инклюзивное среднее профессиональное образование. В ваших учебных заведениях такой процесс проходит. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что это за процесс, что он в себя включает. Инклюзивное образование себя включает, чтобы... Можно поближе микрофон? Наши обучающиеся с особыми образовательными потребностями, да, нашли себя в профессию, увидели себя и включились в обычную среду именно со своими образовательными потребностями. И инклюзивное образование должна обеспечивать, чтобы каждый человек, да, с особыми образовательными потребностями нашел себя в дальнейшем, свой путь как профессионала, он нашел свою профессию, да, смог поработать и вообще влиться в общество, чтобы не было никакого разделения, что все люди имеют право на образование, все люди имеют право на труд, все люди имеют право, находиться вообще в одной среде, да, и такое вот дают, такое инклюзивное образование, и оно уже идет давно, да, уже лет 10, уже вошло прочно, и как среднепрофессиональное образование тоже уже дает, уже есть выпускники, которые именно по этой направлению обучились, да, именно, и нашли себя. А особые образовательные потребности, что это значит? Особые образовательные потребности – это люди с ограниченными возможностями здоровья, да, и люди-инвалиды. То есть они, обучаясь в обычной среде, с обычными этими, без разделения, то есть им просто создаются какие-то особые условия, если это им необходимо. А так, то же самое, например, в профорганизациях, они так же, как все практику проходят, также обучаются, да, вместе со всеми, без разделения. Я могу вас попросить назвать, с какими ограничениями или заболевания, может быть, вы назовете, да, с ограниченными возможностями дети могут поступить в ваш техникум? Тут нет никаких этих, да, там разделений, что именно такие могут поступить. Единственное условие, чтобы они имели основное общее образование, да, основное общее образование, это база 9 классов, и они могут поступить на любой понравившийся им специальность или профессию. Допустим, ребенок, если у него ограничения, например, он колясочник, да, он сможет поступить? Да, он сможет поступить на любую профессию, и образовательная организация для этого готова, да, она специально создает условия для того, чтобы с такими, например, нозологией он смог учиться, да, вместе со всеми. Он может учиться и выбрать себе, да, то есть на данной профессии ему нравится, если он может работать по ней, да, может быть, даже имея такую профессию, он уже выберет уже второстепенную, другую квалификацию, да, и может уже свои способности увеличить, компетенцию увеличить. Светлана Тарасовна, давайте назовем, какие специальности выпускает ваш Жатайский техникум. Это же судоремонтные, да? Да, у нас получается Жатайский техникум, нынче у нас юбилей, уже 70 лет, да, и у нас очень много различных профессий, например, начиная от сестринского дела, заканчивая судовождениями. И при этом, так как мы являемся базой профессионально-образовательной организации, да, нас обучается, примерно где-то 46 студентов уже по различным направлениям, например, релейная защита, да, электрические станции сети, электромонтер, повар-кондитер, судостроение, сварщик. Далее есть очень такие интересные профессии, как мехатроника и робототехника.
да, и уже более 30 лет мы готовим по такому направлению для людей с ОВЗ по зрению, да, это медицинский массаж. Вот. То есть история там уже от 30 лет, и есть люди, которые, обучившись, уже открыли свое дело, да, и уже работают уже давно. Ну, наверное, человек, у которого проблемы со зрением, если это плохо видящий человек или с который совсем не видит, ему для того, чтобы обучаться, наверное, нужен тот, кто будет его сопровождать. Да, обязательно. Значит, каждой образовательной организации, да, именно вот базовые профессионально-образовательные организации, это такие люди, как тьюторы, да, они помогают такому студенту с особыми образовательными потребностями обучиться, да, влиться в коллектив, найти свою профессию. Возможно, они даже могут посоветовать, как ему проходить индивидуальный учебный маршрут, создать. Да. Есть много способов для того, чтобы влиться в обычную вот среду для дальнейшей работы, чтобы он нашел себя и был как обычным человеком. То есть ему это не отдельная какая-то группа, да? Нет, не отдельная это просто группа. В обычной группе могут быть и студенты с ограниченными возможностями. Да, да. И тогда программа одна и та же. Программа одна и та же, и по запросу могут создать для такого учащегося, если есть такая необходимость, да, свои особенные условия. Они, наверное, в любом случае нужны. Да, но бывает так, что в зависимости от специальности, да, кому-то уже надо отдельно уже сделать, да, и они уже, например, специализированно уже сделаны, да, так они и называются адаптированные программы, да. Возможно, увеличение срока обучения, да, такое тоже возможно. Индивидуальное, значит, направление по например, при сдаче итоговых аттестаций, да, тоже есть свои там, например, особенности, что мы можем предпринять, да, и это все делается, когда ребенок поступает к нам или обучающийся абитуриент, да, и решается еще совместно с тьюторами. Спасибо, Александра Арсеньевна. В вашем техникуме связи и информационных технологий как проходит процесс инклюзивного профессионального образования? Расскажите, пожалуйста. Может быть, вначале скажете тоже, кого готовит ваш техникум, напомните. Вот Якутский колледж связи и информационных технологий, как и Жатайский техникум и Южно-Якутский колледж Южно-Якутский стали базовыми профессиональными организациями, поддерживающими инклюзивное образование в сфере среднего профессионального образования в 2017 году. Это, можно сказать, это связано с государственной программой «Доступная среда». После ратификации Конвенции ООН о защите прав инвалидов в России, да, когда Россия включилась в эту конвенцию в 2008 году, в 2011 году была вот создана такая программа. И вот начиная, можно сказать, 2011 года и чуть позднее у нас в Якутии тоже, насколько я знаю, 2014 года, например, у нас построили пандус, да, были выделены средства, и вот началась работа по созданию доступной среды для обучающихся с инвалидностью ОВЗ. И вот в 2017 году мы стали базовой профессиональной организацией, поддерживающей инклюзивное образование, и к нам, как БПО, по приказу Министерства образования и науки прикреплены по 15 профессиональных учебных заведений, которые мы, значит, курируем, консультируем по вопросам сопровождения студентов с инвалидностью и УВЗ в учебном процессе, значит, по трудоустройству их, да, сопровождение даже вплоть до 3 лет после окончания, где они работают, где трудоустроились и так далее. И по созданию условий доступности в наших учебных заведениях. Да? Создание условий – это не только, вот, скажем, создание доступной среды. Оно имеет очень много вопросов, нюансов, проблем.
да, и, конечно, это связано еще с финансовыми вопросами. Например, вот это не только там тактильные знаки, там, значит, кнопки вызова и так далее. Это связано еще с методами обучения, это связано со штатами, это связано с обучением наших преподавателей и родителей и так далее, да. Ага. Значит, вопросов очень много, и особенно вот, наверное, отличие от школ, вот, инклюзивное образование в школах это у нас в республике уже давно. Да? У нас были специальные школы, коррекционные школы имеются. А вот в сфере среднего профессионального образования, можно сказать, прошло более только 10 лет, да? Как мы начинаем эту работу. Если в школах есть этот реестр, значит, программ, там уже да, специальных программ, адресованных вот, детям с ограничениями, то у нас в системе СПО это, можно сказать, эта работа начинается только. Ну, она постоянно обновляется, да, прошло несколько лет. Как бы не стоит на месте, и поэтому оно ежегодно обновляется. Да, и это еще связано с тем, что эти программы, адаптированные программы, мы должны создавать сами по своим специальностям и профессиям. Наши преподаватели должны создавать и включать в федеральный реестр. Да, это же очень сложно. Вот, да. Допустим, вы говорите, да, что массажное, например, да, вот массажное дело, или человек, студент, который хорошо видит, да, ему достаточно это показать, да, или студент, например, у которого ограничение по зрению, или ограничение по слуху. А вы можете назвать, например, с какими заболеваниями могут поступить в ваш техникум дети, и потом получить какую специальность, и где они потом могут работать? Вот вы сказали, есть возможность для тех, у кого опорно-двигательный аппарат, да, есть там проблемы. Для таких детей есть возможность учиться в вашем техникуме? Да, ну, по закону об образовании мы не имеем права, вот, скажем, говорить о том, что у нас нет условий. Да? Мы, если даже у нас, мы эти условия должны создавать. Должны мы сами создавать, стремиться к тому, чтобы эти условия у нас были. Но вам тогда очень сложно, если нет специально специалистов, да, преподавателей, которые могут донести информацию до таких детей, у которых ограничения по здоровью. Конечно, вам это тяжело, вам же тоже надо где-то эту информацию, где-то этот опыт набраться, где-то обучиться. Так, и вот в наш колледж, например, в основном поступают абитуриенты с инвалидностью ОВЗ по специальностям информационных технологий. Это информационное программирование, сетевое системное администрирование, информационная безопасность, информационные сети и системы связи. А где они потом могут работать, окончив ваш техникум? Окончив наш техникум, например, вот по системе, по направлению связи, например, поступает в Ростелеком, Арктелеком, да, по информационным специальностям, по специальности информационным технологиям поступают в IT, по IT-специальностям. А это какие ограничения по здоровью у ребенка, что он может потом дальше работать вот в этих структурах? Ну, вот по трудоустройству, если, значит, выпускник поступил, да, в какое-то предприятие, это предприятие тоже должно создавать рабочие места. Рабочие места, связанные с его нарушениями здоровья, да, выделяются какие-то квоты для таких предприятий, в смысле льготы. Вы уже сразу с этими предприятиями уже, наверное, как-то какие-то договоры имеете, да, что они потом возьмут этих студентов к себе на работу, или студент сам потом Нет, ищет? Если у абитуриента есть уже целевой договор, да, тогда, конечно, с ними связываемся, а если нет, то он сам уже, ищет тогда. Сам трудоустраивается. И мы как бы должны помогать ему при трудоустройстве.
Ага. И еще хочу отметить, что вот как раз вот продолжая вот первый блок, да, мы очень рады, что есть такое движение, как Обилимпикс, да, и он дает очень хороший личностный рост. Сразу при поступлении мы стараемся привлекать к участию в этом чемпионатном движении наших ребят. И особенно вот из нашего колледжа выступают, соревнуются в компетенциях по IT направлению. И очень мы в этом году рады в том, что из 18 участников у нас 14 заняли призовые места, и в этом году мы заняли 3 место, и по зачетным медалям среди средних специальных учебных заведений СПО и высшего образования заняли 3 место. То есть вот на этом чемпионате, о котором мы говорили в первом блоке, да? То есть у вас тоже есть победители из вашего техникума. Ага. Поздравляю вас. Наш один студент в Москву тоже ездил по компетенции беспилотные летательные аппараты. То есть до чемпионата дошел только один студент, да? Ну да, выбирает только одного. А вот эти вот другие этапы, они проходят уже только в Якутске? Вначале в региональный этап у нас проходит в Якутске, где-то более 40 компетенций. Да, более 40 компетенций, и получается потом, где участников много, у них еще дальневосточный отбор, да? То есть получается, например, у нас тоже по медицинский пассаж, повар-кондитер, да. У вас тоже есть победители? Конечно, да, мы в этом году немножко не попали на финал, например, медмассажа на Дальнем Востоке мы заняли 2 место, в республике 1 место. То же самое по компетенции поварской, да, хлебопечение и приготовление пиццы. Вот, очень жесткий отбор, потому что готовят все, и даже то, что мы в республике 1 место заняли, это уже начинает окрылять детей, они начинают понимать, что у них есть возможности, да, что они могут работать по данной специальности, и это действительно очень хорошо. Но тут еще и дополнение могу сказать, да, по трудоустройству, да, например, считает, что ой, у меня ребенок не может учиться, например, вот здесь, да, но вот смотрите, у нас есть выпускники судостроения, да, по нозологии, например, слуховое, но они находят там себе, потому что, например, в цеху, где резко металла идет, да, и как раз человек с такой нозологией, ему наоборот будет комфортно работать, то есть я вот думаю, если... Иногда минус может быть плюсом. Извините, что я вас перебиваю, у нас время заканчивается, спасибо вам большое за то, что вы нашли время сегодня и рассказали о ваших учебных заведениях. Я хочу поблагодарить Тамару Данилову, пресс-секретаря Института среднего профобразования, за помощь в организации сегодняшнего эфира, а слушателей и зрителей поблагодарить за внимание и пожелать хорошего вечера пятницы.